Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем информационную сессию создания региональной и муниципальной инфраструктуры поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Уважаемые коллеги, мы приветствуем всех участников проекта «Эффективная школа». Сегодня нам важно на данной сессии обозначить для вас инструменты создания региональных и муниципальных программ перевода школ в эффективный режим функционирования. Мы сегодня начнем данный регламент представлять, будем говорить об особенностях создания программ перевода школ в эффективный режим функционирования, предоставим информацию об особенностях нашего проекта. Внимание обращаю. Со мной сегодня будут работать 3 спикера. У вас будет возможность задать вопросы нашим спикерам. Уважаемые коллеги, я очень прошу это обязательно сформировать именно как ряд тех вопросов, которые в конце мы можем с вами, коллеги, обсудить. Итак, уважаемые коллеги, задача нам понятна, и я приглашаю к обсуждению нашего вопроса, который для нас очень является актуальным, партнеров Коми-Республиканского института развития образования, партнеров нашей республики, представителей мобильного электронного образования. Уважаемые коллеги, мы начинаем выстраивать взаимоотношения с данной просветительской образовательной компанией. И вместе с нами сегодня работает Александр Анатольевич Трифонов. Александр Анатольевич, мы вас приветствуем, и я прошу вас выйти с нами на профессиональную связь. Добрый день, уважаемые коллеги. Да. Рад вас приветствовать. Как меня видно, как слышно? Хороший ли звук? Да, очень хорошо, Александр Анатольевич. Видим презентацию, видим вас, звук прекрасный. Коллеги, я передаю слово Александру Анатольевичу, и я надеюсь, что мы с вами вместе будем вопрос задавать и выстроим профессиональную траекторию, необходимую для нашего общения. Александр Анатольевич, вам слово, пожалуйста. Коллеги, я очень рад, что мне довелось выступить на вебинаре в Республике Коми. Это очень большая честь. И сегодня я буду говорить про создание муниципальной инфраструктуры для поддержки школ с низкими результатами. Основой этой инфраструктуры является мобильное электронное образование. МЭО – это федеральная компания, которая работает в 84 субъектах Российской Федерации. У нас почти 2 миллиона пользователей, и мы работаем с разными типами образовательных организаций. Это и ведущие школы нашей столицы, и школы, которые находятся в неблагоприятных условиях, поэтому у нас есть такой опыт. В частности, мобильное электронное образование является основой для построения муниципальной и региональной инфраструктуры в Республике Саха-Якутия. И как раз вот про основы этой инфраструктуры, про составные части, как ее создать, я сегодня буду вам рассказывать во время своего выступления. Коллеги, смотрите. Первое замечание, на которое я хочу обратить внимание, это то, что цифровая образовательная среда, цифровая инфраструктура школы, в том числе и школы, которая работает в неблагоприятных социальных условиях, школа, которая показывает низкие результаты, это не есть простая оцифровка учебных материалов. Это целая экосистема инструментов и сервисов, благодаря которым мы можем повысить качество образования. Если говорить про мобильное электронное образование, то в МЭО есть и инструменты, которые обеспечивают коммуникацию, и система организации и управления образовательным процессом, и цифровой образовательный контент. Вот эта проблема
когда учителя используют различные цифровые инструменты для того, чтобы организовать образовательный процесс, она стала очень актуальна в апреле месяце, когда все школы по понятным причинам начали применять дистанционные образовательные технологии. И многие коллеги использовали для организации занятий самые разнообразные инструменты: и электронную почту, и мессенджеры, и различные цифровые платформы. Все это очень неудобно и вызывает повышенную тревожность у обучающихся, создает неблагоприятную обстановку в сфере получения образования. Поэтому МЭО – это экосистема, где есть все. И первая, самая важная группа инструментов для того, чтобы создать инфраструктуру школы, цифровую образовательную среду, это инструменты коммуникации. Нужно объединить всех участников образовательного процесса в одно целое. Здесь я говорю про администрацию, про родителей, про учителей, про обучающихся. Если мы сможем их всех объединить при помощи наших цифровых инструментов, мы, безусловно, сможем поднять качество образования. Что я имею в виду? Какие это структурные элементы? Прежде всего, это видеоконференц-связь. Внутри самой системы должна быть предоставлена возможность проводить видеоконференции. Принцип тот же самый, который есть сегодня во время нашей сессии. Должно быть видно всех спикеров, должен быть микрофон, наушники, возможность загружать презентации, должна быть электронная доска. К тому же в нашей системе конференции есть возможность загружать и работать с ней, используя цифровые устройства, планшеты и смартфоны. Второй важный инструмент для обеспечения коммуникации – это личные сообщения и вопрос дня. То есть должна быть обеспечена возможность создания различных тематических веток, проведения онлайн-уроков. Все это происходит внутри одной среды. Обратите внимание, что в нашей подсистеме личные сообщения можно отправлять голосовые сообщения всем пользователям, можно отправлять файлы, можно отправлять текстовые сообщения, можно формировать самые разнообразные группы пользователей. Например, учитель хочет провести отдельное занятие для детей, которые готовятся к государственной итоговой аттестации. То есть он спокойно может их выбрать и провести для них, создать для них отдельную ветку, где они будут обсуждать вопросы подготовки к ОГЭ или к ЕГЭ. Еще один новый инструмент, который появился в МЭО, это мессенджер. Плюс мессенджера – это мгновенные сообщения, то есть можно в режиме реального времени общаться обеспечить коммуникацию между учителем и учеником, учителем и родителем. Плюс мессенджер в том, что его можно установить на мобильное устройство. Коллеги, вот благодаря этим всем инструментам мы можем создать полноценное цифровое образовательное пространство. То есть вот эти инструменты обеспечивают инфраструктуру. И если они у нас есть, мы можем применять современные образовательные технологии. Но если использовать язык законодательства, то это электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, различные формы обучения. И обращаю внимание, что вот мы наши модели строим как раз на совмещении, на смешивании вот этих образовательных понятий, этих прав, которые есть у образовательной организации. То есть школа может реализовывать образовательную программу при помощи любой формы получения образования, используя различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение и дистант. То есть это одна из таких наших важных особенностей. Если говорить про МЭО, про современные образовательные технологии, то здесь хочу обратить ваше внимание на содержание интернет-уроков. Оно у нас очень разнообразное. Это и мультимедийные объекты, интерактивные задания, и тестовые задания, где учитывается количество правильных ответов, количество попыток, то есть ситуации ложного успеха нет. Дополнительное содержание в рубриках правого поля и, конечно же, задания с открытым ответом, которые проверяет учитель. То есть без учителя, без роли наставника в цифровом образовании, конечно же, никуда. Учитель – это важное лицо. Следующий момент, касаемо современных образовательных технологий, мы применяем активные формы обучения. То есть в наш контент встроено огромное количество заданий на проектную и исследовательскую деятельность. Ну, например, по литературе в 10 классе тема Федор Михайлович Достоевский, школьники изучают
роман «Преступление и наказание», и детям предоставляется задание представить, как бы выглядел аккаунт Родиона Раскольника в социальной сети. То есть такое творческое задание как раз проектного и исследовательского характера. Различные задания на групповую, на командную работу, они тоже есть в мобильном электронном образовании, и это наша сильная сторона. Следующий момент, который очень актуален для школ с низкими результатами, это вариативность. У нас избыточный образовательный контент. Благодаря этому учитель может подобрать задание, построить образовательную траекторию для каждого ученика. То есть не нужно давать все содержание наших курсов, потому что вы перегрузите ваших учеников, а нужно подбирать под каждого ученика конкретное задание. Только тогда вы сможете обеспечить высокое качество образования, а МЭО дает вам такие инструменты. Еще один важный момент, который встроен в наш образовательный контент, это адаптивность. То есть мы можем адаптировать контент под конкретного ребенка с ограниченными возможностями здоровья, под конкретное заболевание, под конкретную нозологию. Образовательный контент в 1 и во 2 классе буквально нажатием кнопки у нас адаптируется под конкретную образовательную программу. Появляются дополнительные вопросы, появляются помогалки. Все это делает образование, повышает качество образования, в том числе и для школ, которые находятся в неблагоприятных социальных условиях. То есть учитель может сконструировать задание так, чтобы ребенок был успешен и получил высокое качество образования. Ну и, конечно же, у нас есть инструмент, благодаря которому учитель может персонализировать образование, это матрица назначения заданий. В матрице представлены все задания с открытым ответом, и учитель может выстраивать образовательные траектории, подбирая задания под каждого конкретного ученика. Кому-то попроще, кому-то полегче, то есть для разных категорий обучающихся. Такая возможность есть благодаря нашему инструменту. Ну и очень важный момент, который тоже есть в мобильном электронном образовании, это проведение мониторинга. Если мы говорим о школах с низкими результатами, безусловно, нужно постоянно держать руку на пульсе и получать обратную связь. Обратную связь о том, как проходит образовательный процесс, можно получать в режиме реального времени на уровне школы. Здесь я говорю про внутренний школьный мониторинг качества образования. У нас есть инструменты для предварительного, для текущего, для промежуточного и для итогового мониторинга. Безусловно, у нас есть электронный журнал, у ребенка электронный дневник. То есть благодаря этим инструментам, благодаря различным правам доступа, есть доступ учителя, есть доступ для директора, для заместителя директора, для классного руководителя, для муниципального руководителя. То есть в режиме реального времени можно получать информацию о том, как проходит образовательный процесс, благодаря тем инструментам, которые в настоящий момент представлены на слайде. Если мы говорим про внешний мониторинг, я знаю, что при выделении школ, которые функционируют в неблагоприятных условиях и показывают низкие результаты, огромное значение играет мониторинговые процедуры. Здесь речь идет о национальном мониторинге качества образования, всероссийских проверочных работах и о государственной итоговой аттестации. Это ОГЭ и ЕГЭ. Безусловно, в МЭО широкий спектр инструментов для того, чтобы подготовить детей, выпускников к столь важным в их жизни мероприятиям. У нас есть отдельные курсы по подготовке к основному государственному экзамену и единому государственному экзамену. Также мы проповедуем идею о том, что не нужно специально натаскивать детей на государственную итоговую аттестацию. Весь наш образовательный контент полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту. В каждый интернет-урок встроены специальные задания, специальные рубрики, готовимся к ЕГЭ, к ОГЭ, к ВПР, и если ребенок выполняет все задания, у него не будет никаких проблем на столь важных мероприятиях. Олимпиады тоже очень важная вещь, олимпиадное движение. Победа во Всероссийской олимпиаде школьников дает преимущество при поступлении в высшее учебное заведение. У нас тоже широкий инструментарий для подготовки детей к ОГЭ и к ЕГЭ. Коллеги, есть специальные сборники, есть специальные рубрики «Готовимся к олимпиадам» в рамках учебных курсов.
Еще один важный элемент мониторинга – это международные сравнительные исследования. Все мы прекрасно знаем, что к 2024 году качество общего образования в нашей стране должно быть очень высоким, и мы должны войти в десятку ведущих образовательных стран мира. И основной критерий – это, конечно же, международные сравнительные исследования. Здесь речь идет прежде всего про ПИЗу. Это исследование, которое проверяет уровень функциональной грамотности, то есть насколько выпускники умеют применять полученные знания в реальной жизни. Ну, как говорил Сенека, не для школы, а для жизни учимся. Поэтому все задания в МЭО существуют в контексте, то есть у нас нет простых теоретических, оторванных от реальной жизни задач, которые проверяют конкретные когнитивные навыки и конкретное содержание. То есть все элементы можно подобрать под каждый элемент рамки международного сравнительного исследования ПИЗа задания в мобильном электронном образовании. Вот в качестве примера я привел достаточно простое задание из ПИЗы на вычисление процентов, но здесь сложное задание в том, что огромное количество дополнительной информации, которая запутывает обучающихся. Но в МЭО мы тоже можем провести параллель и найти подобное задание. А в 6 классе по математике детям задается задание составить маршрут выходного дня, изучить города, которые входят в Золотое кольцо, рассчитать, сколько времени занимает маршрут и в какое время удобнее его начать, чтобы вернуться к окончанию выходных. То есть вот она функциональная грамотность, вот применение полученных знаний в реальном мире, в реальной жизни. Это мы считаем очень важным, потому что это основа экономики нашей страны, основа нашего будущего. И еще одна очень интересная модель, которую мы обсуждаем с нашими коллегами, это сетевая форма образовательных программ. Это 15-я статья Закона об образовании в Российской Федерации, и как раз школы, которые находятся в неблагоприятных социальных условиях, показывают низкие результаты, для повышения качества своего образования могут использовать такую форму, которая заложена в законодательстве. То есть я представил схему реализации программ с использованием сетевой формы. Как мы знаем, с 1 июля 2020 года вступает в силу новая редакция 15 статьи Закона об образовании, и Министерство просвещения должно выпустить подзаконные акты о том, как это будет выглядеть. Но многое мы можем уже реализовывать и сейчас. Вот в частности на слайде представлена модель сетевого взаимодействия между образовательной организацией и онлайн-школой БИТ. То есть спокойно можно какие-то курсы, какие-то предметы реализовывать при помощи ресурсов образовательной организации, которые могут их предоставить на очень высоком качестве. То есть это тоже есть, и финансовое законодательство в принципе это позволяет. Здесь вопрос, конечно же, нужно решать с учредителями образовательных организаций. И последний слайд в качестве подведения всего моего выступления представлены основные преимущества мобильного электронного образования. Скажу, что в МЭО есть все необходимые инструменты для того, чтобы организовать обучение. Есть и образовательный контент, который полностью отвечает федеральному государственному образовательному стандарту, подготовка к государственной итоговой аттестации, к мониторинговым процедурам, формирование навыков и компетенций 21 века. То есть это целый инструмент, который позволит создать единое образовательное пространство на территории нашей страны, устранить дискриминацию в сфере образования и сделать так, что наша страна будет по качеству общего образования будет лидирующим государством среди всех остальных стран. И в конце несколько вопросов о том, как присоединиться к нашему проекту, как стать участником проекта «Мобильное электронное образование. Школы с низкими результатами». Как я уже сказал, этот проект реализуется во многих субъектах Российской Федерации. Самый яркий пример – это Республика Саха-Якутия. И вопросами организации этого проекта на территории Республики Коми занимается наш сотрудник, это Бузуева Елена Юрьевна. То есть детально вопросы
вопросы присоединения к этому проекту нужно обговаривать с ней. Она очень грамотный специалист, очень хороший человек, и думаю, вам будет интересно с ней общаться. Коллеги, на этом я завершаю свою часть выступления и с удовольствием буду отвечать на вопросы, которые появятся в чате и которые мне зададут мои коллеги-модераторы. Александр Анатольевич, мы благодарим вас за участие в нашем международном методическом семинаре. Уважаемые коллеги, напоминаем, что на вкладке «Мастер-классы» есть несколько очень интересных мастер-классов от компании «Мобильное электронное образование». И мы надеемся, что именно эта компания станет нашим надежным партнером в рамках реализации нашего проекта «Эффективная школа» и поможет нам и вам, да, школам, участникам проекта, создавать школьную и муниципальную инфраструктуру реализации проекта. Во вкладочке «Вопросы» у нас есть некоторые вопросы. Александр Анатольевич, первый вопрос. Можете ответить на него? Так, я вижу только чат, вкладка «Вопросы». Наверху, верхняя панель, я не вижу. Можно ли создать параллельную комнату? Вопрос там технического характера. Можно ли параллельно создавать комнаты для занятий нескольких классов сразу одновременно? Это можно делать при помощи личного видеоконференц-связи, то есть учитель создает различные онлайн-уроки, и параллельно они спокойно могут проходить, их можно проводить. То есть единственные здесь проблемы – это технические характеристики компьютера, скорость интернета. Вот также можно организовывать различные параллельные ветки в обсуждениях, то есть здесь никаких ограничений нет. Спасибо. И вопрос по поводу возможности подключения организации дополнительного образования к вашей платформе. Есть ли для них ресурсы полезные? Да, безусловно, в зависимости от тех программ, которые реализует организация дополнительного образования, это может быть и подготовка к ОГЭ, к ЕГЭ, если такие услуги предоставляются, есть специальные курсы, есть курсы доп. Образования по современным технологиям, по достижениям науки и техники. У нас есть специальные курсы, есть курсы по психологии, по развитию soft skills, по коммуникации, по публичным выступлениям, по финансовой грамотности, по робототехнике. То есть такие курсы в структуре МЭО есть. Спасибо, коллеги. У Александра Анатольевича есть возможность с вами еще пообщаться в чате, а мы продолжаем нашу информационную сессию. И далее мы поговорим о том, как организовать региональную и муниципальную инфраструктуру в рамках проекта, какие для этого необходимо создать организационные, методические и информационные условия. Коллеги, на следующем слайде демонстрируется республиканская модель поддержки школ с низкими образовательными результатами, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Мы видим здесь участников нашего проекта, нашу республиканскую управленческую команду во главе с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Институт развития образования выступает в качестве оператора проекта и сетевого координатора всех мероприятий. Муниципальные органы управления образованием, школы-лидеры в каждом муниципалитете и школы-участники проекта в каждом муниципалитете. В левой части у нас обозначены, скажем так, нормативные основания нашего проекта. Это региональная концепция поддержки школ с низкими образовательными результатами, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Это республиканская программа поддержки школ, муниципальные программы поддержки школ, школьные программы повышения качества образования. И те наши основные ресурсы, да, которые нам в этом будут помогать в реализации этих процессов.
Мы организуем консалтинговое тьюторское сопровождение, это сетевое взаимодействие, и в качестве такого стимулирования этого сетевого взаимодействия выступает грантовый конкурс, о котором тоже мы будем говорить в одной из проектных сессий нашего семинара. Это, конечно, разработка разнообразных методических рекомендаций, инструктивных материалов, это участие участников проекта в конференциях, семинарах, вебинарах, круглых столах, которые мы будем для них организовывать. И вот сегодня уже много мероприятий для вас мы подготовили. Это, конечно же, участие вас в мониторингах и в профессиональной диагностике. И, конечно, мы будем организовывать для вас курсы повышения квалификации. Да? То есть вот те механизмы, те инструменты, которые позволят нам реализовывать процессы повышения образовательных результатов в наших школах. Мы выделяем 3 группы условий сопровождения проекта. Это условия организационные, да, куда мы включаем четкое структурирование этапов проекта, регламентацию задач, проведение мониторингов и организацию сетевого взаимодействия. Это условия методические, куда входит консалтинговое сопровождение, обучающие мероприятия, повышение квалификации, методические рекомендации. И это условия информационные. Прежде всего, это наша платформа «Мобильный методист», которую мы чуть позже покажем. Это раздел на сайте КРИРО, тоже который мы покажем. Это различные информационные сессии, которые мы проводим уже начиная с февраля месяца. И это наши информационные рассылки. На следующем слайде представлены основные этапы проекта. Это наши информационные сессии, вебинары для погружения в проект. Это диагностика профессиональных затруднений и потребностей. Участие вас в международном методическом семинаре, в котором все мероприятия направлены на то, чтобы погружать в проект участников школ и участников, да, и школ лидеров проекта. Это участие педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации, в том числе в летней дистанционной школе, в осенней сессии. Это участие руководителей школ в проектной сессии по формированию программ перевода школ в эффективный режим функционирования, которые состоятся у нас как раз вот в рамках нашего международного методического семинара. Мы планируем провести для молодых педагогов летнюю школу «Хакатон». Мы планируем в рамках международного семинара провести проектную сессию по профессиональной коллаборации школ лидеров и школ участников проекта, на которую мы вас тоже всех приглашаем, особенно школу лидеры. Да, школы лидеры прошлых лет поделятся своим опытом. Май-июль отведен на то, чтобы вы наполнили свои личные кабинеты школ на платформе «Мобильный методист», чтобы вы загрузили туда визитную карточку своей школы, чтобы вы разместили информацию о своей школе, и в дальнейшем там же будет размещена и ваша программа перевода школы в эффективный режим функционирования. Конечно, очень важный – это мониторинг качества образования, внешних и внутренних условий функционирования школы. Сейчас уже завершается входной мониторинг, идет обработка результатов. Входной мониторинг предполагал заполнение анкет качества школьной среды, качества управления, качества преподавания, организации учебного процесса. И также нас с вами ожидает мониторинг эффективности реализации программ перевода школ в эффективный режим функционирования, который будет проходить в ноябре-декабре. Также там будет заполнение анкет школами, участниками проекта и школами-лидерами. И, конечно, мы анализируем статистико-информационные материалы по итогам оценочных процедур, которые предоставляет нам Республиканский информационный центр оценки качества образования. Далее вот несколько слайдов демонстрируют нам те инструменты, которые мы используем для мониторинга, для входного мониторинга. Это анкета качества школьной среды, это анкета качества управления и анкета качества преподавания и организации учебного процесса. Александр Викторович подробно расскажет о результатах, если у нас будет на то время. Да? Ну, а мы с вами продолжаем дальше. Следующее очень важное условие организационного характера – это сетевое взаимодействие участников проекта. В качестве оператора проекта выступает Институт развития образования. В каждом муниципалитете создается муниципальное сетевое сообщество «Школьная команда», в которое входят представители управления образования, представители школ-лидеров и школ-участников проекта. А также участниками реализации комплекса работ по мероприятию выступают Министерство просвещения Российской Федерации, правительство Республики Коми, между которыми заключено соглашение,
и Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, которое это соглашение курирует. И все мероприятия выполняются под руководством и координационной поддержкой Института развития образования. И в этом процессе участвуют наши партнеры, многие из которых сегодня присутствуют на нашем международном методическом семинаре. Сетевое взаимодействие, которое выстраивается между школами и участниками проекта, позволяет грамотно распределять ресурсы при общей задаче деятельности, опираться на инициативу каждого конкретного участника, осуществлять прямой контакт участников друг с другом, использовать общие ресурсы для нужд каждого конкретного участника. Следующий слайд демонстрирует критерии показателей эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций. Это кадровые условия, организационно-финансовые, материально-технические, информационные, содержательные, результативные и средовые. Проект партнерского соглашения между школами представлен на платформе «Мобильный методист». Ну, вот здесь выдержка из этого проекта партнерского соглашения представлена. То есть внутри муниципального школьного сообщества должны быть заключены между школами такие партнерские соглашения. Школа-лидер заключает соглашение со школой-участником проекта. Мы предлагаем школьным командам принять участие в грантовом конкурсе, цель которого – стимулирование командной работы между школами-лидерами, школами-участниками, школьными командами проекта по разработке программ перевода школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, в эффективный режим функционирования с учетом выявленных ресурсов и профессиональных дефицитов педагогов. Мы разработали алгоритмы для школ-участников проекта и для школ-лидеров проекта, как принять участие в данном грантовом конкурсе. Ну, более подробно о грантовом конкурсе мы еще будем говорить, поэтому сейчас на этом останавливаться долго не будем. Остановимся на алгоритме для школьных команд. Следующий. В школьной команде необходимо будет согласовать цель, задачи и результаты программ перевода школы «Эффективный режим работы» и программы тьюторского сопровождения. Программу тьюторского сопровождения составляет школа-лидер, а программу перевода школы «Эффективный режим работы» составляют школы-участники проекта. Заключить договоры о сотрудничестве – это важное условие участия в грантовом конкурсе. Приступить к реализации программы, описать свое взаимодействие в формате эссе «Мы одна команда» и получить рекомендацию для подачи материалов на конкурсах муниципального органа управления образованием. На платформе «Мобильный методист», следующий слайд, на платформе «Мобильный методист» уже сейчас сформированы сетевые сообщества. Сейчас демонстрируются на слайде сетевые сообщества прошлого года. Вы можете в архиве ознакомиться с материалами этих сетевых сообществ. И важным условием методическим является проведение обучающих мероприятий. Это курсы повышения квалификации для директоров, для заместителей директоров, для учителей по повышению качества преподавания и управления в рамках летней дистанционной школы и традиционных курсов в очно-заочном формате. Это открытые онлайн-курсы на платформе «Единая система электронного обучения», в которых вы тоже можете принять участие, если еще не проходили на них обучение. И, конечно, все школы-лидеры проводят сетевые мероприятия для своих школьных команд. А некоторые школы-лидеры, которые имеют достаточный опыт уже участия в нашем проекте, могут проводить такие сетевые мероприятия не только для школ своего муниципалитета, но и для школ других муниципальных образований. Мы знаем, что в нашем проекте в этом году в качестве школ-лидеров участвуют и несколько опорных школ Республики Коми. Да, вот именно они выступают в качестве таких ресурсных центров. Конечно, в качестве методических условий выступает та методическая поддержка, которую мы представили в виде методических рекомендаций. Они тоже выложены на платформе «Мобильный методист», и вы можете с ними ознакомиться и в своей работе использовать. Ну и, конечно, сама платформа «Мобильный методист», которая является интерактивной площадкой проекта «Эффективная школа». Адрес ее очень легко запомнить – metod.kriro.ru. Именно на этой платформе идет взаимодействие между школами-участниками проекта и выкладываются все необходимые материалы для взаимодействия. Также на сайте института организован соответствующий раздел «Эффективная школа» во вкладочке «Проекты». И здесь также все основные материалы для нашей с вами эффективной работы представлены. Ну и, конечно, это те цифровые ресурсы, которые наш институт разработал
которые работают по принципу единого окна, и тот набор сервисов и инструментов, которые мы будем вам предлагать в процессе реализации нашего проекта. А сейчас я передаю слово Александру Викторовичу, который более подробно остановится на вопросах, связанных с нормативным обеспечением нашего проекта, да, с разработкой муниципальной программы школ, поддержки школ и с республиканской концепцией поддержки школ. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. После подробного представления всех условий, которые созданы для реализации данного проекта школьными командами, мне хотелось бы обратить ваше внимание на несколько моментов, связанных с реализацией концепции, региональной концепции поддержки школ и по переводу их в эффективный режим функционирования. Поскольку наше время истекает, я остановлюсь буквально на нескольких слайдах и попрошу показать следующий. Эту картинку вы уже видели, и мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что концептуально мы зафиксировали несколько принципов работы со школьными командами. Данный визуальный образ говорит о том, что самый главный принцип – это школа-центрический, то есть где школа-участник проекта непосредственно выступает центром, так скажем, да, оказания помощи и поддержки в той ситуации, с которой она непосредственно столкнулась. Либо это низкие образовательные результаты, либо это неблагоприятные социальные условия и так далее, либо это совокупность и первых, и вторых непосредственно условий. Во-вторых, мы, конечно же, перешли от принципов единоначалия к демократическим таким основам, когда мы предлагаем непосредственно муниципалитетам определить участников данного проекта на календарный год. То же самое случилось у нас и в этом году, и поскольку такие вопросы появляются и у школ-лидеров, и у школ-участников, то есть как мы попали в этот список и так далее, естественным образом я хочу сейчас сказать, поскольку у нас сессия информационная, все данные участники, весь состав был согласован с муниципальными образованиями. То есть фактически именно муниципалитеты были основным непосредственно заказчиком, да, как раз вот работы с образовательными организациями, которые составили, в общем-то, целую школьную команду. Хочу также обратить ваше внимание на то, что мы сохранили полный охват в данном случае всех муниципалитетов, участвующих в данном проекте. И, конечно же, основная направленность мероприятий проекта, которые были заложены еще в предыдущие годы, у нас также сохранилась. Сейчас в рамках семинара у нас появляются новые идеи относительно организации стажировок, относительно переориентации работы с управленческими командами, с педагогическими командами, к осмыслению того факта, что нам еще необходимо достаточно продуктивно организовать работу и с учащимися, с обучающимися общеобразовательных организаций, ну и, конечно же, родителей. Несколько таких кейсов у нас непосредственно в целом будет представлено в рамках семинара. Хочу обратить ваше внимание, что все наши мероприятия и вся концепция, региональная концепция поддержки школ, она призвана решать или преследует, так скажем, решение ряда принципов. Это, конечно же, обеспечение социальной гарантии государства на качественное образование детей. Это признание приоритетности права обучающегося на качественное образование. Это использование, в общем-то, системного подхода при формировании мероприятий, которые направлены на повышение качества образования в целом и на перевод школ в эффективный режим функционирования. Системный подход, он заставляет, так скажем, данное мероприятие реализовывать непрерывно и последовательно. Ну и, конечно же, это обновление определенных технологий, в частности, уход от технологий и принципов управления, связанных с ликвидацией какой-то определенной ситуации, ну, например, уже стойкой какой-то неуспеваемости, к ее прогнозированию, к профилактике и так далее. Это отражается непосредственно и в содержании самих курсов повышения квалификации и прочее, прочее. Хочу также обратить ваше внимание, что действительно в настоящий момент у нас завершается входной мониторинг, но его результаты, а также непосредственно рекомендации по разработке программ на основании полученных результатов входного мониторинга мы проведем
в первую неделю июня. И все информационные письма для школ-участников, я думаю, что и для школ-лидеров будет интересно принять участие в данном вебинаре, и для представителей муниципальных учреждений, в данном случае осуществляющих управление, да, в сфере образования и помогающих нам реализовывать проект, понять, что станет отправной точкой, в общем-то, в разработке подобных непосредственно документов. В настоящий момент я хочу сказать, что у нас идут последние согласования на уровне Министерства образования, науки и высшей, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, по принятию региональной концепции, по утверждению непосредственно методических рекомендаций для муниципалитетов по разработке программ, муниципальных программ. Мария Анатольевна представила несколько вариантов, в данном случае методических рекомендаций по разработке программ тьюторского сопровождения школ, участников проекта. Это примерные рекомендации для школ-лидеров. Также у нас на платформе «Мобильный методист» размещены непосредственно еще и методические рекомендации по разработке программ перевода школ в эффективный режим функционирования. Это вариант программы для как раз школ-участников проекта. Ну и, как уже анонсировала непосредственно Мария Анатольевна, данные документы необходимы будут и будут основными для участия в грантовом конкурсе. Грантовый конкурс с денежным поощрением, поэтому я думаю, что все муниципалитеты, все школьные команды, которые образованы, в данном случае примут активное участие, и мы уже к нашим традиционным профессиональным праздникам, которые мы отмечаем в октябре, будем точно знать, какие школы у нас стали победителями, ну а какие стали призерами и участниками и так далее. Хочу также сказать, что у нас в рамках и разработанной региональной концепции, можно следующий слайд, представлены несколько механизмов реализации концепции, реализации региональной программы. Они объединены в 3 группы. Это институциональные механизмы, организационно-правовые и экономические. Институциональные механизмы непосредственно связаны с созданием организационных структур, которые объединяют непосредственно представителей самых разных участников в данном случае. То есть это и уровень муниципалитета, и уровень Республиканского института развития образования, это и представители школ-лидеров и школ-участников. На вебинарах мы уже об этом говорили, и на платформе «Мобильный методист» список участников у нас представлен. Кроме того, это межведомственная при необходимости и межуровневая кооперация или интеграция, которые необходимы для реализации ряда мероприятий, связанных с повышением качества образования. Ну и организационно-правовые, которые нам необходимы для обновления непосредственно, вернитесь назад, действующие и для разработки новой нормативно-правовой в данном случае документации, актов. Это методическое обеспечение деятельности, о котором говорила Мария Анатольевна. Ну и экономические, как я уже говорил, это проведение мониторинга реализации концепции оценки эффективности, реализации основной задачи и создание конкурентной среды, как раз вот посредством проведения грантового конкурса среди школьных команд. Уважаемые коллеги, мы в лице регионального оператора федерального проекта Коми Республиканский институт развития образования анонсируем, что буквально до конца уже мая, я думаю, что все наши региональные документы получат подтверждение и утверждение, и естественным образом они будут размещены на сайте института в разделе «Проекты», «Проект «Эффективная школа» на платформе «Мобильный методист» и появится у каждого участника данного проекта. Я благодарю вас за внимание.